Парламентарии Башкортостана приняли республиканский бюджет в первом чтении. Об этом и не только поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Ильгам Галин, заместитель председателя комитета по бюджету Государственного собрания Республики Башкортостан, представляющий фракцию КПРФ. Ильгам Алюсович, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы можем подвести небольшой итог, промежуточный, но тем не менее в Башкортостане парламентарии приняли в первом чтении республиканский бюджет. Это один из самых важных документов нашего региона, впрочем, наверное, как и любого другого. С каким, может быть, дефицит, префицит, как приняли бюджет? Ну, после выступления министра финансов, исполняющей обязанности, конечно, вопросов наши парламентарии задавали много. Разные вопросы задавали. Но в конце концов бюджет приняли. Фракция КПРФ, конечно, воздержалась, потому что были вопросы, которые нам категорически не нравятся. Вот, допустим, снижение финансирования сельского хозяйства. Вот на следующий год, то есть наши аграрии получат меньше помощи. Почти где-то, грубо говоря, на 800 миллионов. Это продовольственный наш запас, грубо говоря. Потом на ЖКХ, как мы уже не раз подчеркивали, у нас старые трубы, коммуникация устарела, поэтому надо побольше латать и побольше трубопроводов менять и так далее и тому подобное. Также мы в этом году меньше учителей поддержим. Я уж в первом выступлении говорил, что мы все-таки мечтаем поддержать наших учителей, потому что не хватает учителей. Я буквально недавно в Бирском районе был, прекрасную школу отремонтировали, детишки, и родители вышли и спросили, нам нужен учитель. Начальных классов, короче говоря, уже полгода не могут найти учителя. А учитель за такую мизерную зарплату не поедет туда. Поэтому нам срочно надо помочь нашим учителям, чтобы у них жизнь была достойной. Но на что направлен бюджет? Вот вы говорите о том, что какие-то расходы, может быть, частично уменьшатся, но за счет чего тоже какие-то расходы увеличатся? На что у нас много социальных обязательств, которые, допустим, мы должны построить садики, школы, больницы, дороги. Это один из главных моментов. Ну, оплата, как говорится, наших чиновников, тоже немалый процент занимается этого бюджета. Ну, и многое другое. Почему фракция КПРФ воздержалась? Вы уже показательно сказали, что есть какие-то моменты, которые не устраивают, но тем не менее впереди еще есть 2 чтения, возможно, какие-то поправки сможете внести. Мы будем вносить. Мы после тщательного изучения на бюджета, конечно, я вот еще раз подчеркиваю, да, нам не нравится, как говорится, снижение помощи сельскому хозяйству. Это один из главных вопросов. Потом помощь ЖКХ. И третий вопрос – наши учителя. Вот поэтому нам пришлось воздержаться. Ильгам Алюсович, а если перейти уже к текущим вопросам, я имею в виду, что уже месяц остается до конца 2024 года, какие-то промежуточные итоги уже можно подвести, предварительные? Ну, в партийном русле мы, как говорится, провели юбилейные праздники, День Октябрьской революции, День комсомола провели и провели пленум. Пленум партии провели. И, конечно же, в конце года мы будем подводить итоги, будем настраиваться все-таки на 2025 год. Я надеюсь, что 2025 год для нас будет более позитивный. Расскажите, какие основные мероприятия прошли в минувшем месяце? В минувшем месяце, как обычно, у нас у парламентариев прием граждан, выезды по региону, которые у нас закрепленные, допустим, в города и районы. Там с населением мы общаемся, узнаем чаяние этого населения. И потом уже аккумулируем все и пытаемся, по крайней мере, какие-то законы вносить, чтобы эти законы работали во благо нашего населения. Расскажите, с какими вопросами обращаются местные жители? Местные жители обращаются многими вопросами, особенно в сфере ЖКХ.
Я еще раз подчеркиваю, у нас сфера ЖКХ износилась, и поэтому, если мы в этот год и в ближайшее время не будем все-таки на ЖКХ внимание обращать, у нас просто ЖКХ посыпется. Какие-то еще есть, может быть, вопросы социальные, еще наверняка есть вопросы, касающиеся спецоперации, потому что здесь и участники есть, и близкие. Специальная военная операция у нас стоит одним из главных тем. Мы собираем гуманитарную помощь, практически ежемесячно отвозим прямо по адресату, который нам заранее дают заявки, вот наши солдаты, которые... Много партийцев у нас на СВО находится, и как бы мы плотно с ними общаемся. Ильгам Илюсович, в целом, как построена эта работа, именно во всех ли городах и районах Башкортостана проводятся приемы граждан или где-то все-таки выборочно, может быть, точечно, если не ежемесячно, то раз в квартал, например? Нет, практически проводится во всех городах и районах республики, потому что у нас в каждом городе и районе есть первые секретари, которые все-таки курируют нашу партию, да, и заранее мы с ними договариваемся, и заранее они дают объявления, оповещают население, и приходят буквально, мы за день, за два предупреждаем их, и активно граждане идут. Ильгам Илюсович, вы говорите о том, что по итогам этих обращений, как правило, разрабатываете, работаете над какими-то законами, инициативами и так далее. Вот с какими инициативами в этом месяце выступали, может быть, и этот год чем ознаменован в этом плане? Я еще раз повторяюсь, да, мы освободили от имущественного налога предприятия, которые построили совместно с государством, государство коммерческие партнерства, да, спортивные и культурные центры. Прямо сегодня принимали этот закон, да, его все поддержали. Это на будущее, чтобы наши инвесторы и дальше продолжали так работать. По их же инициативе мы этот закон разработали. Да, Министерство спорта, конечно, они сами инициативу проявили. Ну, по крайней мере, наша помощь тоже была там. А еще какие вопросы поднимаются? Ну, вот поднимается, ко мне подходили женщины, которые занимаются легкой промышленностью. Вот они просили работать по патентной системе. Мы вот этот закон тоже вносили, правда, его вернули, мы сейчас дорабатываем и по новой будем вносить. Я думаю, все-таки в конце до концов наши депутаты поддержат этот закон. Если обсуждать какие-то вопросы, которые волнуют и наших телезрителей, в частности, это подъем цен на топливо, на бензин, вот какие здесь вы видите выход из ситуации? Ну, вообще, антимонопольная служба должна, конечно, работать активно. И когда уже необоснованно каждый день поднимаются цены на бензин, или на ГСМ, или топливо, и вот они должны в первую очередь реагировать. Обоснования должны спрашивать, почему так происходит. Ну, по крайней мере, на государственном уровне тоже, конечно, предупредительные меры должны быть по поводу повышения ГСМ, потому что с повышением ГСМ целая цепочка выстраивается. На наши продуктовые магазины обеспечиваются грузовые машины, которые заправляются соляркой. То есть солярка дорогая, значит, продукты питания тоже будут дорогие, которые привозят сюда. И оттуда целая линейка продуктов питания, которые поднимутся в ближайшее время в цене. Да, понятно, успокаивающий фактор, что мы повышаем акцизы, конечно, на ГСМ, чтобы дефицит уменьшить. Но это опять на плечи наших жителей ляжет. Автомобилистов и простых граждан, с одной стороны. Ильгам Илюсович, но одно из крупных мероприятий, которое прошло в Республике Башкортостан, это межрегиональный форум сотрудничества Россия-Казахстан. Может быть, присутствовали на нем и какие-то сделали выводы, именно какое-то резюме есть? Ну, союз Казахстана и Башкирии, это уже долгосрочной перспективе, это было заложено. И сейчас уже мы пожинаем плоды, потому что многие предприниматели заключили договора в предпринимательской деятельности, торговля идет полным ростом. Поэтому тут ничего удивительного-то нет. Мы работаем, еще лучше работаем и будем лучше работать. Это наши братья, как говорится, они нас понимают,
и мы их понимаем. И я думаю, все-таки в дальнейшем мы еще больше и лучше будем работать с ними. Вот у нас остается декабрь месяц. Это, как правило, очень активный месяц. Здесь проходит множество дел, вопросов. Вот какие цели планирует именно фракция КПРФ, региональное отделение по Башкортостану, решить вопросы в этот период? Ну, наша цель, понятно, численность партии увеличить вдвое. Мы над этим работаем, ведем агитацию. Я думаю, все-таки какие-то плоды мы соберем. И в конце декабря сделаем итоги. На самом деле, сколько у нас членов партии, сколько мы внесли взносов партийных, имеется в виду, и подведем в конце декабря, наверное, итоги. А насколько сейчас охотно вступают в политические партии именно молодые люди? Какой у вас состав? То есть насколько сейчас идут ли молодые люди в политическое движение для того, чтобы проявить свою позицию? Молодежь, вот я еще раз повторюсь, у них начинает проявляться интерес. То есть вот для интереса, да, кого быстрее можно в партию, как говорится, агитировать. Но более-менее старое поколение, они уже выбрали свою партию, а молодежь надо еще агитировать. А молодежь, чтобы она пришла в партию, надо самому показать пример. И тогда они за тобой пойдут. Вот недавно мы проводили буквально 7 ноября волейбол между партиями и парламентариями. Вот команда КПРФ заняла первое место. Молодежь. Буквально уже заинтересовались другие ребята и начали спрашивать, вы с какой партии и так далее и тому подобное. Они вначале мы их принимали в ЛКСМ, а сейчас уже они готовы прийти, уже вступить в ряды партии. Это наше будущее, по крайней мере, я так думаю. И будущее насколько обнадеживающее? Ну, будущее, вы же знаете, это вторая партия. Самой старой партии в России, которая защищает интересы трудящихся, чистую защищает, не косвенно, я уж по себе знаю, я с 2003 года в партии. Поэтому я думаю, все-таки партию мы аккумулируем. Может, в этом году не удвоим, конечно, но к этому будем стремиться. Ильгам Илюсович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как принят бюджет в первом чтении и о том, как идут дела фракции КПРФ у нас здесь, в Башкортостане. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.